Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского канала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую вот с 2013 года с переменным успехом веду я, журналист Дмитрий Аргунов, который по стечению обстоятельств, скажем так, вынужден работать еще и с разными породами древесины. И здесь можно приплести еще и некие такие шпионские суперфильмы какие-нибудь и таким мистическим голосом говорить: «Ясень, ясень, я дуб». То есть и Столер, и режиссер телевидения, они сложились в одно. Потому что фамилия у нашего сегодняшнего героя Ясень. Александр Ясень, наш знаменитый сибирский Леонардо Ди Каприо. Здравствуйте, Александр, рад вас приветствовать. Здравствуйте. А можно пожать руку? Да, конечно, не без этого. Поводом для нашей сегодняшней встречи явилось то, что и проездом из какого города, кстати? Ну, конечно, из Лос-Анджелеса. Да, из Лос-Анджелеса. Из Москвы, конечно. Родной Алдан. Александр не преминул возможностью, скажем так, поздравить жителей Якутии с наступающим Новым годом. Это прежде всего, да? И я, улучив момент, еще раз прочитав, скажем, то, что пишут в просторах интернета про деятельность Александра, а она у него обширная, прежде всего это актерство. Прежде всего актерство, да? Выходит в стриминговые платформы ваш фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Да, у нас сибирские обстоятельства. Да? Наверное, это будет мегаповод для того, чтобы рассказать еще раз поподробнее о съемках, о судьбе вообще фильма, как встретили зрители, как вообще вас публика приняла. Давайте вот с этого начнем. Ну, во-первых, фильм можно уже посмотреть не только на платформах, но и просто в ВК. Загуглить, как говорится, в Яндексе, посмотреть «Лео на сибирские обстоятельства» и посмотреть бесплатно в открытом доступе. Мы собрались с продюсерами, режиссерами и решили сделать такой подарок. Всему человечеству. Всему человечеству? Всему человечеству, бесплатно. Это хороший размах, хороший масштаб, Александр. А кто продюсер, кто режиссер? Ну, вот поподробнее о фильме. Генеральный продюсер Юрий Романов, он же эксперт небезызвестной передачи «А ну-ка все вместе», если вы знаете, да, «Сотня», когда журит всех музыкантов. А режиссером выступила Кристина Халдеева из Новосибирска. И меня зовут Александр Ясень, я главный актер и в некотором смысле сопродюсер проекта. Сопродюсер? Сопродюсер, да. Как публика приняла фильм? Публика... Ну, я проехал с фильмом на сегодняшний день больше, около 10 фестивалей. Вот, и был на масштабных фестивалях, кстати, в Якутии был летом, в Якутске, на Якутском международном. Вот, был на Антарисе, Шукшинском, на нескольких государственных фестивалях. Вот только что в декабре был «Родные тропы». Это фестиваль, который проходит в Доме национальностей. В общем, везде люди... очень в восторге. Позитивно. Позитивно, да. Позитивно. А сюжет, вкратце, без спойлеров, сюжет. Что предстоит вашему герою пройти на экране этого фильма? Сюжет очень простой, так как это у нас короткий метр, это заявочный фильм. Мы сделали некую заявку на создание действительно глобальной картины, потому что с 2016 года когда меня впервые позвали, так сказать, исполнить Леонардо Ди Каприо на корпоративе, мне возникла идея сделать полный метр, такая комедия положений, где двойник попадает в разные ситуации. Вот. А «Лео, сибирские обстоятельства» — это некая как бы заявка на этот фильм. То есть мы сделали короткую версию, где Ди Каприо, как бы Ди Каприо, мы видим, что это Ди Каприо, да, попадает в некое поселение на Алтае. Вот. А на самом деле ехал он в Якутию за своим «Оскаром», который отлили, кстати, якутяне.
куча поводов для того, чтобы, скажем так, с удовольствием просмотреть, Да. как же обыграли вот эту ситуацию ваши коллеги, и вы в том числе как сопродюсер. Да? Александр, ну, я не понаслышке слежу, скажем так, за вашей актерской судьбой. Еще раз, как в вашу светлую голову пришла идея эксплуатировать образ популярного артиста? Мгм. С чего все началось, скажем так? Так, я немножко сегодня волнуюсь почему-то. Я уже дал десятки интервью, но почему-то Но вот как-то, мне кажется, с серьезным журналистом Да, я сразу как-то вот с так... якутским Кингом, да, Ларри Да, Кингом, да. Я как-то вот хочу немножко опустить этот градус и сделать менее формально все. Вообще, на самом деле, идея эксплуатировать ко мне не пришла. Я не собирался эксплуатировать образ. Вынужденно образ стал эксплуатировать меня. Наоборот. Да, наоборот. Потому что вообще я профессиональный актер, закончил ГИТИС и, в общем-то, служитель Мельпомены. Я служу высокому искусству, я писал стихи до того, как поступил в ГИТИС на обучение. Писал стихи известным артистам, звездам и так далее. Очень хотел быть известным поэтом всей Руси. Все для этого делал. Ну вот поступил в ГИТИС, меня взяли. И на выпуске мастер мне говорит: тебе будет тяжело. Я говорю: почему? Ну, ты же похож на этого. И я не понял, на кого, что он имел в виду. То есть у меня вообще в голове этого не было. То есть до того момента вы не подозревали? И даже и после того, потому что, ну, я, как все актеры, выпускники, я, конечно, хотел сниматься, ходил на все тысячи кастингов, записывал десятки тысяч этих проб, самопроб ненавистных, когда надо на себя на телефон записывать, сам себя. И много шуток на эту тему всяких разных, сам себя записывать. Вот. И как-то однажды я записал, как мне кажется, просто шедевральные пробы. Я сыграл 4 персонажей в одном ролике. И я их всех сыграл. Естественно, чтобы их сыграть, надо менять образы. Создавать прическу, стиль, одежду, совершенно быть разным. Другим голосом говорить. Ну, да, актеры заговорили другими голосами, начался спектакль, все такое. Вот. И мне говорят: гениально. Мы, говорит, плакали от смеха. То есть настолько смешно, комедийно, все замечательно. Я говорю: ну почему меня не взяли-то? Значит, мой это кастинг-директор: ну я спрошу у режиссера. Она говорит: он посоветовал тебе поменять прическу. Ну, уже смешно, потому что в этом, я говорю, уже 4 раза я сменил прическу. 4 раза. Я говорю: а в чем дело-то? Он говорит: ну да похож на Ди Каприо. Он советует тебе поменять прическу. Вот. И это было просто забавно, потому что на тот момент у меня не было образа Ди Каприо вообще. У меня не было никакой вот ди каприевской вот этой бородки, с которой он лет 20 уже ходит, как бы, да, ну, в жизни. Я был совершенно молодой, так сказать, красивый, худенький, и не было ни прически, ну, вот всего вот этого не было на голове. И я такой думаю: ну ладно, хотите Ди Каприо, сейчас вам будет Ди Каприо. И вот прям создал этот образ. Конечно, я не такой, чтобы прям уж двойник. Я как профессиональный актер, когда кого-то играю, я должен быть похож на этого персонажа. Если я играю Ленина, значит, я Ленин в кадре, правильно? Если я играю, как ни странно, Максима Горького, а на меня смотрят и говорят: нет, какой ты Горький. Ты Ленин. Ты Ленин. Но когда я играю Ленина, я Ленин, а когда я играю Горького, я Горький. И, соответственно, я создаю это вот. И уж когда я играю Ди Каприо, Ди Каприо. А если играть Джонни Деппа, то я буду как Джонни Депп, правильно? Ну, то есть вот так вот. И однажды, даже уже после этой ситуации, я все равно старался пробиться, все такое. И мне, значит, я тогда в тот момент служил в театре и пошел учиться на режиссуру, чтобы ближе быть в кино. Пошел учиться в Кулек, как говорят, Институт культуры. Вот. И есть нечего, пить нечего, живу в общаге, мне 30 лет, я снова погрузился в студенчество, и мне звонят, говорят: приходи на кастинг, Ди Каприо будешь. Я говорю: да никакой я не Ди Каприо, отстаньте от меня. А сам посмотрел, у меня в кошельке 0, там кушать нечего, из театра я ушел, чтобы сдать экзамен, снять фильм. Мне потому что сказать: либо ты кино давай занимайся, либо ты в театре. А мне уже выпускаться, думаю: ну ладно, уйду я из театра, уже надо снять этот фильм какой-то свой.
Кстати, я тогда снял вот «А я в Москву», вот, в тот Новый год. И пришел на этот кастинг, и меня, как ни странно, выбирают. Было 10 человек. Ди Каприо. 10 Ди Каприо было. Да. Меня- Я представляю просто, что там творилось. 10 Ди Каприо выбирают меня. Я такой, думаю, ну что ж такое, ладно. Иные вузы конкурс меньше, скажем так, да, престижные. Да. И я потом думаю, и потом меня еще куда-то, еще на какой-то эфир, и потом на телевидение. И русские не смеются там, помните, было такое. И я там вместо Ди Каприо что-то Оскар получаю там. Я думаю, что происходит? Вжился и не тужил. И мне говорят, так в Якутии Оскар отлили. Понимаете? Я говорю, как у Якутии? Это был 2016 год. Я говорю, Выживший. да, за выжившего. И у меня такие интересные, думаю, блин, как же это здорово, как это интересно. Я из Якутии оказался похож на Ди Каприо. А они еще и Оскар мне отлили. И вот. А, сегодня, кстати, я до вас встретился с прекраснейшим человеком, с Александром Джуровичем Даниловым, наверное, все знают его, в кинотеатре «Центральный», и ему презентовал этот проект. И он сказал, передайте от меня, что этот проект может войти в аналы кинематографа на уровне с «Иван Васильевич меняет профессию». Александр Джурович очень хваткий и обладает большой интуицией. Да. Это жизненно. Вот Между прочим, я его знаю. он вызвал своего юриста, чтобы обсудить эту идею. Он Да, говорит, ну, в вот общем, тут такая ситуация. насколько говорит, правомерно Да, всё насколько это? это правомерно. И юрист сказал, нормально все, не подкопаешь. Александр, то есть, еще раз, вы не эксплуатируете образ Ди Каприо, но, тем не менее, тень Ди Каприо висит над вами, ну, грубо говоря, определенный период вашей жизни. Да. Насколько это тягостно? То есть вы же вынуждены изучать биографию артиста, вынуждены копировать его привычки, мимику, голос даже подтачивать, подгонять под его тембр. Насколько это тягостно в целом? Ну, я могу сказать, что я как настоящий художник, наверное, как любой настоящий художник, я не создаю чистую копию, я создаю некое отдельное существо, грубо говоря... Некую версию, да? Некую версию, синергия. Ди Каприо, я третий. Понимаете, да? Это совершенно самостоятельный персонаж рождается, который вобрал в себя что-то от меня, что-то от Лео. И он, вот когда, как помните фильм «Маска»? Грубо говоря, когда надеваешь эту маску, рождается нечто, да? И оно живет совершенно своей жизнью, совершенно по-другому. Конечно, в нем есть много Ди Каприо, что-то. Так как, конечно, на начальных этапах, когда я ходил на все вот эти мероприятия, и меня просили, и я все это изучал, все эти жесты, вот все это мемы, вот это все. А потом я это отпустил. Зачем? Мне хочется создавать своего персонажа. Ну, как у Чарли Чаплина. Был Чарли Чаплин, и был некий вот такой вот персонаж, который переходил из одного фильма в другой. Но все фильмы были разные, и это просто фантастика. Вас когда-нибудь на лысо брили? Брился. Мне не понравилось. Под Ленина? Нет. Ленина я играл 4 раза в разных проектах. Это ролики, реклама. Вообще у меня мечта, кстати, сыграть. Вот интересно, у меня с Лео есть какая-то взаимосвязь. Да. Он тоже хочет играть Ленина. Но я его обогнал. Но это такие мелкие проекты. А я хочу... Масштабный и что-то такое, вот знаете, как голливудский блокбастер. Потому что величина. Это величина. Сам Ленин, он невероятный. Его жизнь невероятна. Человек, который повел за собой массы. Это уже блокбастер, это уже интересно. И с этой точки зрения ни разу вот, ни в СССР, ни в России не сняли кино. Правильно? Была какая-то пропаганда, было что-то. А сделать что-то о человеке, о его пути. Вот это было бы здорово. Вот не то, чтобы там воспевать или не воспевать, а просто какой-то свой третий взгляд. Вот я боюсь, что Голливуд нас обгонит в этот раз. С Ди Каприо. Еще раз, вы говорите, что с Владимиром Ильичем... Да, меня не сбривали, мне клеят лысину. Ага. А можете что-то вот так вот буквально
секунду-две, чтобы промелькнуло нечто от дедушки Ленина. Вот у меня, заметьте, октябренка, пионера, комсомольца, КПСС разве что не спал. Ну, он очень экспрессивный. Я его вслушиваюсь обычно перед ролью, потому что картавить и все остальное могут все, абсолютно. Я стараюсь вслушивать. Сейчас я его как бы не слушал, но это будет что-то не очень... Пусть. Вот для меня. Сейчас. Товарищи! Партия Ленина, комсомола, пролетариата нас ведет вперед! Мы никогда не должны сдаваться! Мы уже взяли Берлин, мы взяли Лос-Анджелес, и скоро Ди Каприо будет здесь с нами! Мы возьмем его в оборот! Обязательно! Остается, скажем, вот так. Стоп, еще раз, хорошо. Вот эта идея, скажем так, экспресс-тестов, да, Александр, меня самого воодушевляет. Вам говорили, что вы похожи не только на Ди Каприо. Конечно. Из Голливуда. Джек Николсон. Да. В фильме «Волк». Вот было очень забавно. Я снимался в одной рекламе, что-то там, социальная реклама, где Ленин и... ну, в общем, Ленин ходит и говорит, вот в России теперь бесплатная там медицина. И меня гримируют. И так было, кстати, несколько раз, когда меня гримируют в одного человека, получается совершенно другой персонаж, и он меня поражает. Джек Николсон. 100%. У меня есть фотография, я прям Джек Николсон. Так, все. С какого фильма? «Сияние»? Наверное, вот фильм «Полет над гнездом кукушки» ближе. «Над гнездом кукушки». Да. Буквально 5-секундную импровизацию под Джека Николсона из «Гнезда». О, я из «Гнезда» не... Это было очень давно. Александр. Нет, давайте тогда уж тогда «Сияние». Я правда... Да, «Сияние», оно легче, возможно, да? Возможно. Ну, я не знаю, тут надо двигаться, он же невероятный, это Джек Николсон. Нет, а есть еще задание? «Волк», фильм «Волк», когда он... «Волк» я не вспомню, я вот скорее, наверное, «Сияние». Хорошо, давайте «Сияние». Ну, я не знаю, ну, то есть это что-то... Мне достаточно, мне хватило, да. То есть, еще раз, будучи жертвой поп-арта, да, я как бы поверил, что... Но еще раз, вы же сказали удивительный факт, то, что именно Джек Николсон слева каким-то образом... Джек Николсон в некотором смысле в чем-то был мастером у Леонардо, потому что, во-первых, они снимались вместе, а когда он еще был юный Лео, ну не юный уже, скажем так, в возрасте солидном, но это, по-моему, фильм я сейчас точно не скажу, вот их было 3 там. Ладно, это мы потом посмотрим. Есть один фильм, где они вместе, и вот в этом фильме он ему дал мастер-класс, что нужно работать бровями. Обязательно. Ну, то есть брови – это такая концентрация. И мне кажется, Лео очень это взял. Повторял. Да, на вооружение. Да, потому что у Николсона вот эта вот часть лица, она просто такая разработанная. Он как бы серьезно и пользуется своей мимикой. Интересный персонаж. То есть, вернее, интересный мастер актерского искусства. Из Лос-Анджелеса вернемся в не менее, скажем так, потрясающий Китай. Есть же течение китайских блогеров, которые сейчас, ну, буквально они занимаются продажами какими-то там и так далее. Вот китайские блогеры, миллионщики, они выходят сейчас массово, скажем так, вперед. Просто из-за того, что их там миллиарды, да, и за счет этого да, конечно. Очень большой процент блогеров-миллионников, которые вот на эту миллиардную аудиторию работают, получают энное количество просмотров и так далее. Вы каким-то образом стали популярны у китайских блогеров. Да, так произошло совершенно случайно. Я у моих друзей познакомился с одним китайцем, который учил меня, значит, английскому, ну, конечно, китайскому, и это засняли, значит, как я это учу. Вы говорили по-китайски в кадре. Да, что-то говорил по-китайски. Сейчас уже не вспомню, пожалуйста, не спрашивайте. Хорошо. Ну, хотя нихао, да, по-моему? Да, нихао. Это стандарт такой. Да. Если это не по-японски. Ладно, шучу. И это выложили в интернет, и прямо этот первый же ролик что-то там, какие-то миллионы просмотров собрал. Вот.
На сегодняшний момент, я помню, было 150 тысяч лайков, каких-то 1000 перепостов. Это был какой-то популярный блогер? Это был просто человек. Просто человек? Просто человек, который в первый раз выложил первый ролик, создал первый раз аккаунт, выложил в первый ролик. И, как я знаю, он потерялся, я с ним, у меня нет никакого контакта, но он продолжает находить мои ролики откуда-то и что-то выкладывать. Перепащивать, ну, перепосты делать. Да. Ну, нет, он просто скачивает и выдает как будто его продукт. Ну, вам не обидно? Ну, нет, мне не обидно, но мне бы интересен был бы этот рынок. То есть даже, ну, во-первых, это же отклик набрало у людей, и это кому-то приносит радость. Хотелось бы, да, продолжать радовать людей. В общем-то, интересно. Замаячила бы, если перспектива встретиться в убедительной обстановке с Леонардо Ди Каприо? Ну, думаю, это было бы интересно. Было бы интересно. Да. А так вы ставите целью организовать какую-то встречу, участие в конкурсе двойников, где же председателем Нет, ни в жюри коем был бы- случае. Я ни в коем случае не хочу участвовать ни в каких конкурсах двойников. Хотя, вот как говорят, жизнь, человек предполагает, Бог располагает. Жизнь вынудила меня участвовать в конкурсе двойников. Конечно, это в тот момент была необходимость какая-то вот такая. Надеюсь, такого никогда не повторится. Дай бог. Но именно в конкурсе двойников не хочу. Почему? Потому что мой месседж в другом. Я хочу снять фильм не о каком-то человеке, который выиграл конкурс двойников, а через призму вот этих ситуаций показать, что каждый человек – это нечто. То есть нет никаких маленьких людей. Вот говорят, вот маленький человечек. Нету маленьких человечков. И даже вот сегодня я думаю о том, что такое мой фильм, через Вселенную я как бы подумал, ну как бы обратился к Богу, к космосу, как бы, чтобы этот эфир прошел полезно для людей, чтобы я месседж какой-то принес. И обращаясь, о чем мой фильм, мне пришла такая картинка, где два человека стоят друг напротив друга через зеркало. И один из них является вот этим неким суперзвезда, там, как говорят, великий, а второй так называемый простой. Но они смотрят друг на друга, и каждый видит то, чего в нем не хватает ему. То есть простой не совсем простой. На самом деле в нем есть некое величие, которого... А в великом, ну он великий, но... Он ограничен чем-то. Да, ему хотелось бы быть... Попроще. Ну... в нем есть простота, это тоже. То есть и вместе мы как бы дополняем друг друга. Все мы в этом мире. Вот. И еще, наверное, фильм, который я хочу снять, он в некотором смысле мост дружбы. То есть в фильме я не хочу, чтобы кто-то из, грубо говоря, этих двух персонажей оказался плохим, а кто-то хорошим. Там вот Лео плохой, а тут наш хороший. Нет, конечно... Они попадают в ситуацию. По замыслу, не знаю, будет ли это спойлер, но это мой личный замысел. Я не знаю, войдет ли именно мой замысел в реализацию. Они меняются телами, да, душами, и каждый попадает, например, голливудский суперзвезда попадает в простое поселение, как говорю, простое, да, этническое поселение Якутии, где обретает свой опыт, а наш персонаж из Якутии попадает, вот, грубо говоря, в Голливуд. И там тоже у него происходят некие комические ситуации. Но вместе, в конце концов, они объединяются и борются со злом. Я это читал в 10-летнем, наверное, возрасте. Произведение это называется «Принц и нищий». «Принц и нищий», да, совершенно верно. «Принц и нищий». Обыграно это в Голливуде уже 1000 раз. Эдди Мерфи. Да, есть референсы такие. Я их и брал. «Подмена», «Хочу, как ты» есть хороший фильм. Да у нас тоже есть такие прекрасные фильмы. Например, «Иван Васильевич». «Меняет профессию». «Меняет профессию», да. Отлично, то, что вспомнили отечественный референс, потому что, Ну да. Ну, кстати, сюда и «Ревизор» подходит. То есть это ситуация... Можно интегрировать ситуации, когда, думая, что это тот самый великий, как себя ведут другие люди. Вот, это же здорово тоже.
То есть это на самом деле классика, она везде. То есть про нее Конечно, все, конечно. скажем, поры. Все хорошее кино, любая хорошая история, оно основано, во-первых, на Сильной истории. на былинах, во-вторых, потом уже на классике. Потому что классика все равно основана на эпосе, вот, мировом. Вот, поэтому, конечно. Надо стремиться закладывать очень серьезные кирпичи, даже в комедийный жанр нужно закладывать очень серьезные вещи, глобальные. Месседж должен быть, послание миру, послание человеку. У меня такой месседж есть, я бы хотел его передать людям. Отлично. Вернемся к предыдущему моему вопросу. Перспектива встречи с Леонардо Ди Каприо, с голливудской звездой. Тот факт, что он тоже из нашей советской среды, Вот. как вы думаете, помогло ли бы вам лучше понять, и ему лучше понять вас? Я сегодня... Вот интересно, вот действительно, все не случайно. Вообще случайностей в этом мире не бывает. А вы не родственник или случайный? Вот, может быть. Может быть, вполне. То есть вы из тех же краев, что и родня Ди Каприо? Ну, есть такие вот места, которые пересекаются с роднёй Ди Каприо. Есть. Есть несколько мест. До сих пор же спорят, он из Перми или из Одессы. Вот. Одесситы будут говорить, что он из Одессы. Пермяки будут говорить. Пермяки будут что говорить. Но он и оттуда, поэтому как бы вот. Но суть не в этом. Я подумал, что я хочу заложить сегодня, опять же, утром, я подумал, что было бы здорово заложить мысль о том, что Лео действительно хочет попасть в Россию. И каждый герой, абсолютно каждый герой в хорошем произведении должен преодолевать некие свои страхи, некие препятствия и барьеры. Я подумал, какие же барьеры могут быть? Потому что пазл, он сразу не рождается, да, то есть картина, она состоит из пазлов, и вот этот пазл у меня появился, вот, например, сегодня. Я подумал, ну сейчас же сложная ситуация в мире, и весь мир против нас, против России, и есть эти стереотипы, которые могут мешать Леонардо, например, приехать в Россию, хотя у него есть корни. И вот его, может быть, сверхзадача или мысль, или мечта попасть все-таки в Россию, попасть в Якутию, увидеть этот край, тех людей, которые собрали эти тысячи сережек, переплавили их, и это какая энергия, это же уже сакральная... Климатическая его повестка тоже способствует, чтобы он как можно быстрее приехал Конечно, в Якутию. Да. тем более. Да. Да, но может быть вот этот барьер, который мешает, и он должен его преодолеть. То есть, если, например, мы берем его как бы за основу персонажа, которого я буду играть, то это тот персонаж, который хочет попасть в Россию, хочет попасть в Якутию, хочет что-то сделать для страны. А для этого нужно преодолевать свои барьеры, страхи. И межгосударственных в том числе, вот к сожалению. Да. Александр, который из Ди Каприо вам понятнее? Я не говорю ближе, да? Я не говорю похоже. Я говорю понятнее. Ведь он же, как великий актер, он живет энное количество жизней в каждом своем произведении. То есть в «Титанике» он Джек, в «Ромео и Джульетте», соответственно, Ромео, в «Волк Уолл-стрит» абсолютно иной персонаж такой, весь разухабистый, да, и в «Гэтсби» он Гэтсби. Ну да. Да, какой, я, возможно, не весь список огласил. Ну, да? конечно. Какой из Леонардов выживший, возможно? Ну вот смотрите, вообще, как хороший режиссер, говорят, всю жизнь снимает одно кино. Хороший актер по факту всю жизнь играет одного персонажа. Есть такое предположение даже у кинокритиков, что Лео всю жизнь играет Джека. Еще даже с момента, когда он играл Джека, который был, по-моему, мальчик Даун, что-то такое. То есть он, по-моему, там тоже Джеком его звали. Я точно не помню сейчас уже. Что это один и тот же персонаж, как бы, который переходит из одного состояния в другое, в третье. Мне лично иногда даже кажется, что вот как бы такая фантастическая мысль, может быть, даже глупая, что я прожил те жизни, которые играет Лео.
грубо говоря, что наши, может быть, жизни, что я как будто бы жил когда-то вот в некоторых персонажах, которые создает Лео, даже, ну, там, «Титаник», там, например, да? Что-то есть какие-то вот такие отголоски странные. Вот. Но ближе всего мне Гэтсби, ближе всего. Гэтсби. Не потому, что Он там, рельефнее, да? не потому, что он там лощеный, какой-то такой, а потому что это история любви большой. Большой любви, такой невероятной любви. В некотором смысле это даже что-то от Джека Лондона, что-то есть такое, хотя это совершенно другое. Мартин Иден, да, помните? Где герой все делает ради любви. Все ради любви. Добивается высот, невероятных вершин. Здесь же то же самое, Гэтсби. Он все делает ради нее. И счастье этого героя в том, что он не успевает разочароваться. Он не успевает разочароваться, его просто убивают. А у Джека Лондона герой разочаровывается в любви, он теряет все и сам отказывается от жизни. Сам. Вот. Мне кажется, вот даже Гэтсби мне ближе, чем Мартин Иден. Я всегда хотел сыграть Мартина Идена, но именно Гэтсби мне ближе, потому что он оставляет надежду. Надежду в человека хотя бы. То есть он не разочарованным уходит из этого мира. Да, пусть весь мир разочаруется, что вот он ушел, но он не ушел разочарованным. Он остался с любовью в сердце. Поэтому мне этот персонаж больше всего и ближе. И я сам в некотором смысле испытывал такую любовь невероятную. Я с детства был влюблен в девочку, которая стала моей музой, которая посвящала все свои стихи и песни. И, может быть, даже каких-то высот до жизни в образе Ди Каприо добился благодаря ей, потому что она была моей музой. Я писал, ну, песни, которые исполнили артисты, были полностью посвящены вот этой. И она даже внешне похожа на героиню из фильма «Гэтсби», которым сыграл Лео. Я, кстати, пересматривал ранние версии, которые все-таки классика, надо пересматривать. И все, это самое удачное, мне кажется, с Лео. А я все-таки «Выживший» поставил бы ближе, потому что, еще раз, ну, не то, что ближе, да, я просто вот сижу как режиссер, еще раз, режиссер телевидения — это практически то же самое, что режиссер кино, да? Волосы длиннее, борода гуще, взгляд посуровее, да, извиняюсь, «Медвежий край», Алдан Нерюнгри, да, и климат наш, который, ну, предполагает те же страдания, что и герой «Выжившего». Да, да. Но это образ, это имеется в виду больше внешне, мне кажется. А если про внутреннее, то я имею в виду... Я понял. Еще раз, я визуализатор. Да. А внутренние ощущения это ваш выбор, это ваше ощущение, это ваше состояние. Ну, в моем замысле фильма, который, надеюсь, вселенная реализует, не знаю как, не знаю, кто поможет, но вот он возьмет и реализуется. Персонаж превращается в выжившего. То есть, когда его находит шаман, и какое-то время он живет, так сказать, в деревне, он обрастает, и у него создается образ вот этого такой немножко человека, который, ну, как бродяга в некотором смысле, да, такой выживший, потерянный человек, забывший, кто он, вот, с потерянным взглядом, но в какой-то момент он вспоминает, кто он, и решает вернуть себе свою жизнь. Я понимаю кризис Голливуда и кризис кинематографа в целом, да, потому что вот те наброски, которые вы рассказали, они меня наталкивают на два, ну, свежих российских проекта, один из которых — это гламурная московская девочка попадает там в сибирскую тайгу. Да, вот, «Дикая», да? Да, по-моему, да. И совместный якутский тоже проект, где... «Чужая». Да. Видите, я как осведомлен. Я, кстати, в «Дикой» снимался в первом кадре этого фильма. И, наверное, может, они специально меня туда позвали. Я играл фотографа, который ее фотографирует. Да вы что? Да. Первый кадр. Надо присмотреться поподробнее, да. кстати. Я ей, даже девушка, кстати, очень симпатичная, актриса великолепная. Я ей говорю, мне режиссер говорит, ну давай симпровизируй, там чем-нибудь текст накидай. Я говорю,
Я ей говорю прямо в кадре: я хочу на тебе жениться. Это от меня было. Она говорит: ну, я подумаю. Там что такое. Вот. Ну, такой хороший фильм, наверное. Я не могу сказать. Не, он свежий, хороший по он крайней или мере, плохой. и он, еще раз, название и в целом ситуация, да, она импонировала мне, допустим, как жителю лесов, тайги, региона, вот, где преобладает вот примерно такой климат, да? Да, И, да. и «Чужая», ну, там просто друзья были вовлечены в продакшн, да, поэтому, ну, отслеживают тоже. Ну, к сожалению, фильм оказался слабее, чем «Дикая». Слабее, да. Да, Согласен. «Дикая» куда, скажем так, сильнее фильм и заставляет, скажем, сопереживать куда больше. Я очень рад, то, что в нашем небольшом коллективе у вас оказался такой, ну, довольно плотный фан-клуб, который, ну, требовали фотографироваться с вами там, и так далее. Хорошо, А вот что- интересно, надо спросить, они со мной фотографировались или с Лео? Они, наверное, фотографировались с человеком, который похож на звезду, который похож на, но который не является. Еще раз, вы Александр, вы Да. актер, так же, как Лео, вы живете в Алдане, а не в Лос-Анджелесе, да, вы так же, как он, снимаете фильм. То есть есть и много каких-то общих деталей, да, вашей Ну, биографии. я буду надеяться, что они в некотором смысле все-таки Укрупнятся, да? со мной снимались. Да. Но в образе Лео. Но, по крайней мере, еще раз, Александр, я разговариваю с вами, с Александром, жителем Алдана, человеком, который в воле суде показался вовлечен в те события, на которые отпечаток накладывает обстоятельство такое, что он похож на голливудскую звезду. Да. То есть, еще раз, вот артист Александр Ясень, я разговариваю с ним. А не с Лео. Да. Я не говорю же там Леонардо, Да, да, как кого было там. Ну, это была «Титанике» шутка, сниматься и вы так далее. слишком серьезно в это Нет, я углубились. тоже фильтрую, я и умею тоже шутливо отвечать на шутки, да, Да. по крайней мере, пытаюсь. Да. Может, это кто-то поймет, кто-то нет. На самом деле, очень отрадно, что вы разговариваете с людьми, вы передаете им идею своего фильма, своего произведения. Отрадно, что находит отклик, передаете приветы, обращаетесь к зрителям, возможно, да? И я думаю, что и в зависимости от и места съемок, и от масштабов и так далее, все-таки что-то реализовать вам удастся. Я очень на Я это тоже надеюсь. очень верю в это. Очень надеюсь. И, Еще раз попрошу всех, кому понравилась идея, обращайтесь, находите меня, пишите. да, есть Давайте же, вместе Есть же, реализуем. к примеру, закон 6 рукопожатий, Да, ну, вернее, 5, правила. по-моему, 5. Да. И это как я в Сиэтле встретил однокурсника, да, спустя 20 лет или сколько там было. Ну, примерно так. Мир на самом деле очень маленький. Это Да. максимально глобализованная вещь, которая превращает весь мир в одну большую деревню, где каждый знает друг о друге, где каждый очень много проинформирован о тех вещах, которые присущи другим на самом деле людям. Поэтому накануне Нового года рад, что вы нашли время, возможность присоединиться к поздравлениям нашего телеканала в адрес жителей Якутии, в том числе Южной Якутии, вашей родной, да? Да, Южную Якутию обожаю. Это хорошо, это хорошо. Обожаю. Я третьем поколении якутянин, у меня дедушка здесь буквально после армии живет. Папа полностью вырос в Якутии, вообще никуда не хочет никогда уезжать. И я вот тоже здесь родился. И я долго не был, я сбежал в 16 лет от родителей, и спустя 20 лет практически я вернулся. И мне спели песню про мать, которая не родила, но вырастила, и что она такая же мать. И я плыл по реке Лена, и солнце вставало, и пел Цой про солнце, да, мое взгляни на меня. И у меня слезы катятся, думаю, блин, как же здорово, я домой вернулся наконец-то. Ну, то есть такое ощущение. Поэтому у меня, конечно, большие желания, очень хочется реализовывать именно здесь. Мне все говорят, надо такие замыслы, такие громадные глобальные замыслы, их надо там где-то в Сибири, в этой центральной России снимать, или вообще там в Голливуде, или еще куда-то ехать. Я говорю, ну зачем ехать? Я хочу дома что-то реализовать. А почему нельзя дома реализовать большое и великое? Пусть все сюда едут, пусть все смотрят это кино. Ну это же здорово. Лучше не бывает. Ну,
Да. Спасибо еще раз. И я напоминаю, что в программе «Один из нас» на самом деле с огромным удовольствием пообщался с одним из якутян, которые живут своей судьбой, возможно, местами непростой, местами сложной, местами интересной. На самом деле, те обстоятельства, которые позволили, вернее, о которых вы сегодня рассказали, ведь не каждому это удается. Поэтому один из нас в любом случае когда-то становится интересным сотням, тысячам, многим из нас. Поэтому спасибо, Александр, что приняли приглашение. Спасибо, благодарю вас. Да. А это была программа «Один из нас». И с вами был Дмитрий Аргунов и наш гость Александр Ясень. Я не говорю Ди Каприо. Человек, который похож на одну из голливудских звезд. Александр. И еще на несколько десятков голливудских звезд. И на политических деятелей. Да, политических деятелей. Увидимся.